Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, вообще, что из себя представляет коми-национальная борьба «Зумудош» и откуда такое название? Ну, начнем с истории. Значит, в 2007 году на съезде тренеров-любителей обсуждался вопрос о том, чтобы сельские районы поддержать, скажем, в развитии спорта дзюдо-самбо. Но предложение от сельских районов было следующее. Значит, в сельских районах это Усть-Куломский район, это Обиячево, это Сыктывдинский район, значит, развивается этноспорт. То есть очень много детей готовы участвовать в национальных состязаниях, значит, и надо объединить это все, систематизировать, значит, в одном определенном русле. И здесь было принято решение, значит, создать программу. Значит, суть программы пройти этапы развития определенные. Значит, с 2007 по 2012 год проходил этап подготовки. Значит, суть этой программы подготовительной – это создать учебно-методическое пособие, в которое включаются элементы коми-национальной борьбы. Значит, эта программа будет двухгодичная. По итогам работы за этот год эта программа была создана. Значит, в сельских районах республики эти программы получили, значит, лицензирование. Значит, в агентстве эта программа также, агентстве по физкультуре и спорту эта программа также была представлена. Значит, и уже с 2012 года официально уже у нас проходят кубки. То есть кубки осенние, летние, весенние, зимние. И по итогам этих кубков мы определяли уже победителей. Значит, каждый район республики у нас взял на себя один из этапов кубка. Так у нас поделили, скажем, летние этапы кубка. Это Сыктывдинский район взял на себя. Зимние этапы кубка взял на себя Обиячево, Прилуцкий район. Усть-Кулом взял на себя весенние этапы кубка. Значит, и уже в этих кубках, когда мы уже говорим, то есть программа уже имеет систему. То есть ребята готовятся, ребята выступают зимой, весной, летом, осенью и показывают результат. По итогам этих результатов мы уже выделяли в течение года, скажем, спортсменов, которые показывали хорошие результаты, и их награждали поясами. То есть торжественно, значит, их мы вручали позапрошлом году, в прошлом году. Также у нас был приглашен министр Гордеев. Значит, ему мы вручили как одному из, скажем, как организаторов, участников, который помогал очень деятельно. Значит, вручили этот пояс, и могу назвать фамилии с районов ребят, которые эти пояса получали. Но вот по Усть-Куломскому району у нас получил Николай Лужиков пояс. По Сыктывдинскому району у нас получил Степанов Семен пояс. По Сыктывкару получил у нас Стоянов Георгий. Значит, и вот эти пояса, это своеобразные пояса, они заказываются, они плетутся из коры. То есть в основе орнамент, медведь. То есть эти пояса показывают уровень ребят на этих этапах, которые прошли отборы, результат. И, соответственно, здесь можно даже сравнить, скажем так, спортивными показателями. Так, перед тем, как Стоянову Георгию было присвоено звание КМС, кандидат в мастера спорта по дзюдо, он сначала получил вот этот плетеный пояс. То есть все-таки связь спорта с этноспортом, она вот здесь прослеживается. Сильна у нас, скажем, республика Коми традициями. И вот когда вот эти традиции находят применение, практическое применение, скажем, ребенок знает больше, чем другие, да, то есть он выигрывает на этом фоне в состязательности в жизни с другими, скажем.
И это обогащает нашу республику, это цементирует, это созидает нашу республику. И в целом республика уже представлена, скажем, уже на более таком высоком уровне. Ну вот зумудош — это сильный или крепкий медведь в переводе. Значит, делится значит, на две части у нас это направление. Это силовое многоборье. Здесь представлены упражнения различные, характерные для традиционных, скажем, элементов народа. Можно поподробнее какие? Да, значит, ну вот борьба на пальцах, борьба на ногах, борьба на ладошках, значит, перетягивание палки, то есть вот эти вот все элементы, они имеют второе название на каком языке. Значит, в учебно-методическом пособии, которое разрабатывалось, значит, эти упражнения расписаны, то есть как, что выглядит, то есть есть видеоматериал, мы неоднократно уже снимали на видео, как это происходит у нас состязание по этим элементам. Значит, и первый тур определяет победителя по этим упражнениям. Второй тур — это уже непосредственно борьба. Значит, во втором туре проходят более сильные ребята. Значит, кто проходит первый этап, силовое многоборье. И во втором туре ребята показывают, ну, скажем, здесь критерий, то, чего нет в других видах спорта, это выносливость. Почему? Допустим, по программам самбо, дзюдо, вольной борьбы встреча происходит как? Ты одну встречу отборолся, потом отдыхаешь. А суть психологии вообще коми народа немножко другая. Это постоянно состязательство. Вот, чтобы победить, надо выиграть не одну встречу, а 3 встречи подряд. То есть на обсуждении с тренерами мы этот элемент решили внести во второй тур, и этого нет нигде, ни в каких других видах спорта, чтобы победителя определять за счет критерия выносливости. То есть это дает возможность увидеть внутренний потенциал человека, раскрывать. Не каждый к этому готов. Но ребята из сел, они идут на это, они показывают свой внутренний потенциал, раскрывают, и это как бы притягивает вот этот элемент, он притягивает людей, то есть люди видят в то, что это не наиграно, то, что это, скажем, не только техника здесь присутствует, а вот именно желание, упорство. Значит, по правилам, значит, у нас есть учебно-методический материал тоже, там расписаны пункты, как это все происходит. Значит, более подробно, конечно, можно на этом остановиться, но это уже... Может, какие-то основные такие моменты? Ну, да. Для примера у нас было. Так, борьба происходит в кругу. Значит, при обсуждении с тренерами решили, что этапы, допустим, летний, осенний, весенний проходят на природе. То есть это круг, это площадка по мерам безопасности, она должна быть либо отсыпана опилочками, либо песком. Значит, задача вытолкнуть соперника из круга или бросить его на большую часть камней. Значит, это элемент борьбы. Значит, здесь проявляется. Также можно показать свою силу способом отрывания. То есть, если вы человека оторвали, несколько секунд продержали внизу, значит, одержали победу. Вот этот элемент, он тоже присущ, только, скажем, для национальной борьбы. В других элементах, в других видах борьбы этого нет. Значит, ну и, скажем, исторически, вот если провести аналогии, откуда это все было взято, значит, ну вот у нас есть очень много, скажем, сборников материалов представлено в республике, и они описаны, эти традиционные игрища. Значит, мы оттуда часть элементов взяли, часть элементов было при опросе с тренерами использовано, тоже внесли, соответственно, вот, скажем, реестр, да, спортивных состязаний. Вот. Ну, вот такие основные моменты, скажем, по правилам борьбы за молодежь. Так, сколько участников будет на турнире? И вообще по республике, ну, как это развито? Там специальные
тренировки, тренера, где особо распространен вот этот спорт? Ну, начнем с того, что в каждом районе у нас есть РЦВР, так называемые, это районные центры внешкольной работы. Значит, они представлены секциями различными. И вот в этих секциях есть тренера, которые по этим программам работают. То есть программу мы разослали в районы, она двухгодичная программа. Значит, детей готовят младшего возраста, они эту двухгодичную программу отрабатывают и потом готовы выступать, участвовать в соревнованиях. То есть они обязательно проходят подготовку. А есть ли смысл дальнейшей подготовки по этой линии? Ну, для игр, для состязательности, для участия в традиционных гуляниях, наверное, этого достаточно. Если мы говорим о развитии, скажем, по всей республике более широко, да, оно должно быть отражено, скажем, заинтересованность должны проявлять у нас и агентства по физкультуре и спорту, и Минобразование. Они на этапах помогают. На сегодняшний день есть понимание того, что они могут нам, как они могут нам помочь, значит, и есть, скажем, от них движение к нам. Также еще хотелось бы отметить у нас вот районы, еще раз повторяю, это Обьячево, Каменчик Вячеслав Станиславович, значит, он работает по этой программе. По Сыктывдинскому району работает Руслан Владимирович Щербаков, значит, по Скулонскому району работает Лупанч Александр Андреевич. Значит, также у нас представлены в городе Сыктывкаре. Я занимаюсь по городу Сыктывкару распространением и популяризацией национальной борьбы. Значит, и дети на сегодняшний день, вот, если взять просто протокол соревнований поднять, значит, порядка 300 детей, спортсменов в целом охвачены по республике, значит, в этих состязаниях. Но это в целом, то есть вот если взять, вот как с 2007 года мы начали популяризировать это, систематизировать, я подводил как-то итоги, и значит, общее количество участвующих в соревнованиях уже, скажем, с 2007 года уже перевалило за 1000. То есть если каждое соревнование брать, то есть кто-то взрослеет, уходит, а новые приходят. Вот, более 1000 человек было вовлечено, скажем, за эти годы в эти состязания. Глуханич Александр Андреевич, значит, он много вложил в это дело, он был заинтересован в развитии именно этноспорта в республике Коми, в частности в Усть-Куломском районе. И его пример поддержали другие, то есть его достижения, его опыт, видели, что у него получается. Значит, он не только по национальным элементам хорошо работает, он также в военно-патриотической тематике участвует. Он председатель Союза афганцев по Усть-Куломскому району. Значит, и такие люди, в принципе, двигают республику вперед. И на его примере, соответственно, в других районах тоже подтянулись тренера к этой теме. Была апробация программки этой, и, соответственно, решили создать федерацию зумодош. Когда она была создана и вообще турнир сколько лет подряд? О создании, значит, было принято решение в прошлом году на турнире Зосима Васильевича Панева. Значит, эту федерацию зарегистрировали официально, в учреждении юстиции прошла регистрация. Сейчас мы, как я уже говорил, находимся на втором этапе, когда вот эта программа прошла аккредитацию, скажем, в сельских районах для лицензирования, чтобы преподавать среди детей. И сейчас мы аккредитируем федерацию в агентстве Республики Коми, соответственно, для того, чтобы календарное вот это вот мероприятие поддерживалось республикой, в частности, агентством Республики Коми, которое, агентство нам помогает, которое выдает нам, как говорится, автобусы, спонсирует наших вопросов.
И еще один вопрос такой. Среди участников девушки есть или это чисто Да, мужская? да. Особенностью конвенциональной борьбы по младшему возрасту, если мы возьмем, является то, что девочки могут бороться с ребятами. То есть есть состязания, первый тур, и девочки зачастую показывают гораздо более лучший результат. Для ребят это обидно, но в то же время это подстегивает ребят, и они занимаются. В более старших, конечно, возрастах там объединение отсутствует. То есть девочки борются только с девочками. А по младшему возрасту здесь вот этот вот элемент присутствует, объединение. Ну все, спасибо вам большое. Вам спасибо.